Суд города Душанбе 13 января вынес обвинительное решение в отношении адвоката Шухрата Кудратова. Суд решил, что его вина в попытке дачи взятки была доказана, за что он должен будущие 9 лет провести в колонии строгого режима. Вдобавок, последующие 2 года он не будет иметь права заниматься адвокатской деятельностью. Изначально, после его ареста в июле 2014 года, многие наблюдатели отмечали политическую подоплеку данного дела. Сейчас говорят, что именно его последнее дело, защита прав опального предпринимателя и экс-министра промышленности Зайда Саидова, приговоренного к 26 годам тюрьмы, по достаточно спорным обвинениям, и активная позиция защиты в попытке доказать невиновность Зайда Саидова стоила свободы Шухрату Кудратову. Стив Свердлов, исследователь проблем Центральной Азии в международной правозащитной организации Human Rights Watch, пристально следил за делом Кудратова в суде. Сегодня господин Свердлов на связи с нами из Бишкека. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли вердикт в отношении Кудратова? Добрый день. Мы очень востревожены и озабочены вердиктом, приговором одного из самых активных и известных правозащитников и юристов в Таджикистане Шухрата Кудратова. Мы считаем, что Таджикистану нужна как никогда сильная и независимая адвокатура, то есть юридическая профессия. И этот приговор неамбивалентно дает сигнал всему гражданскому обществу и юридической профессии, что опасно браться за политически чувствительные дела. И это для Таджикистана, это не входит, мы считаем, в интересы Таджикистана, и требуется пересмотр этого приговора. Некоторые считают, что дело Кудратова стало не просто ярким примером беззакония или попирания прав человека в Таджикистане, а тревожным отражением той действительности, что в этой стране правосудие находится под реальной угрозой. Да, это так. Конечно, здесь мы наблюдаем или наблюдали, осуществляли мониторинг относительно этого дела несколько месяцев, и, конечно, мы получали сведения, к сожалению, мы получали сведения, что во время расследования и следствия Заида Саидова угрозы были направлены в сторону его юридической команды. То есть мы получили достоверные факты, информацию во время следствия и потом во время судебного процесса и после судебного процесса и приговора Заида Саидова, что Шухрат Кудратов и другие юристы, связанные с Саидовым, получали угрозы и были подвергнуты преследованию и другим видам давления. И это, конечно, как мы говорили, очень плохой знак, очень плохой сигнал. Это создает атмосферу страха. И чтобы развивалось гражданское общество, демократия и свобода выражения в Таджикистане, в самой корне, в самом центре таких процессов находится независимая адвокатура, независимая юридическая профессия. Нужны именно такие юристы, как Шухрат Кудратов, которые известны тем, что они могли браться за самые чувствительные дела, включая дела, связанные с религиозным экстремизмом, дела, связанные с дефамацией, например, те дела, связанные вокруг Азия Плюс, которые он брал, или другие дела. Так что такие юристы очень важны именно сейчас для Таджикистана, и мы надеемся, что власти услышат нашу озабоченность и предпримут шаги, чтобы создавать независимый механизм, чтобы пересматривать здесь приговор. Господин Свердлов, почему вы считаете, что это дело может носить политическую подоплеку? Конечно, мы еще изучаем факты вокруг этого дела, но мы не можем не замечать тот факт, что Международная комиссия юристов после посещения Таджикистана еще в ноябре 2014 года тогда делала заявление, что расследование и следствие дела против Кудратова политически мотивированы и является ответом плохой реакцией на то, что он защищал
господина Саидова. И также в июле еще прошлого года 18 организаций гражданского общества в Таджикистане вышли с заявлением о том, что дело, выдвинутое против тех юристов Саидова, имеется в виду и Фахриддин Закиров, и Шухрат Кудратов, являются политически мотивированными. И мы это принимаем во внимание и надеемся, что власти тоже примут это во внимание. Но историю с Фахриддином Закировым мы знаем, как закончилась. После того, как он вышел по амнистии, он отказался от защиты прав Зайда Саидова. Да, что тоже вызывает вызывает подозрение, что давление играет роль. Спасибо, Стив Свердлов, исследователь проблем Центральной Азии в международной правозащитной организации Human Rights Watch, ответил на наши вопросы из Бишкека.